Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире информационно-аналитическая программа на телеканале ТАН. Этот час с вами буду я, Асылбек Кажахметов, и профессиональная команда «Казак Ньюс. Неделя». В этом выпуске вы увидите. Нелегкие времена. Предстоящий трехлетний бюджет сверстали по самому пессимистичному сценарию. К кризису готовы? Поможет ли новая экономическая программа Нурлы-Жол противостоять мировым вызовам? Мнение эксперта. Героизм в наше время. Экибастузские полицейские, рискуя жизнью, спасли школьников. Эта неделя ознаменовалась несколькими значимыми событиями. Во-первых, приняли республиканский бюджет на ближайшие 3 года. Как ранее говорил президент в своем послании, так и сейчас министр национальной экономики Досаев, выступая перед парламентариями, нас ждут трудные времена. Нужно собраться и мобилизовать все силы на развитие экономики и воплощение в жизнь программы главы государства по выводу страны из кризиса. Итак, Верхняя палата парламента одобрила закон о республиканском бюджете на 2015-2017 годы. Когда верстали главный финансовый документ страны, учитывался самый пессимистичный прогноз. Хочу отметить, что расходы бюджета из года в год увеличиваются. Если раньше на 2015 год планировалось 7 триллионов 306 миллиардов тенге, то в уточненном варианте почти на 500 миллиардов больше. А вот по доходам вопрос сложный. Как прогнозируется, в следующем году в казну поступит лишь 6 триллионов 309 миллиардов тенге, то есть почти на триллион меньше необходимого. Тем не менее, социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Дефицит республиканского бюджета, по данным Минфина, в следующем году составит 997 миллиардов. В 2016 уже более 1 триллиона, а это 2% от ВВП страны. И в 2017 почти триллион. Хотелось бы знать, на что надеется правительство. Если на нефть, то, как показывает последнее событие, котировки вряд ли будут расти. Заседание ОПЕК, которое прошло в минувший четверг в столице Австрии, показало, что мировые производители углеводородов снижать темпы добычи черного золота не собираются. Ни Саудовская Аравия, ни Россия, ни Иран и Венесуэла. В том числе наращивать импорт намерен и Казахстан. Мнение экспертов на этот счет и подробный анализ бюджета в материале Ардака Ситказина. Тот редкий случай, когда меньшинство победило большинство, грянул в живописной Вене на очередном долгожданном заседании ОПЕК. Богатым монархам Персидского залива, валютные резервы которых исчисляются триллионами долларов, удалось переломить мнение оппонентов, представителей стран, для которых цена на нефть – вопрос выживания. В итоге квоты на добычу нефти оставили на прежнем уровне, то есть 30 миллионов баррелей в сутки. Мы не прогнозируем минимальную или максимальную стоимость нефти. Было принято выгодное на сегодня решение. Только выгодное оно в первую очередь для стран Персидского залива. Некоторые аналитики полагают, это месть странам, которые поддерживают политику противников той же Саудовской Аравии. Например, наказать Россию за помощь сирийскому режиму. Решение ОПЕК неожиданное для многих, но в Казахстане и так готовятся к худшим сценариям. Ни у кого нет хрустального шара, и мы точно не можем сказать, какие все-таки будут окончательные условия по формированию макроэкономической политики, какова будет цена на нефть и основные металлы. Я не исключаю, что в том случае, если мировая конъюнктура сложится таким образом, что цена на нефть упадет с 80 до 70, мы это примерно будем понимать по итогам первого квартала, что мы вынуждены будем прийти еще раз к вам в парламент для того, чтобы пересмотреть бюджетные процессы. Впрочем, нефтяные котировки неприятно удивляют уже сегодня. Цена за баррель составляет $72, то есть с июля черное золото потеряло 30% от стоимости. Нефтяные компании только увеличивают добычу, и теперь аналитики полагают, что нефть подешевеет до $60 за баррель. Понятно, что этот негативный процесс сильно повлияет на экономику Казахстана, ведь мы по-прежнему являемся сырьевой страной. В такой ситуации необходимо развивать другие отрасли, в первую очередь агробизнес, если точнее биотопливо.
Из-за негативной ситуации на мировом рынке проект трехлетнего республиканского бюджета корректировался и не раз. Вносились поправки, перераспределялись гигантские суммы. В результате одобрили единогласно. Депутаты Мажилиса парламента утвердили госбюджет на 2015-2017 годы. Для поддержания роста экономики и реализации плана инфраструктурного развития главой государства было принято решение по привлечению средств Национального фонда до $3 миллиардов США. Это 540 миллиардов тенге ежегодно на период с 2015 по 2017 год. Из них 347,5 миллиардов тенге в 2015 году и 372,5 миллиарда тенге в 2016 году будет направлено в республиканский бюджет целевыми трансфертами. Кроме того, власти решили снизить зависимость национальной экономики от американской валюты. В Казахстане стартует программа дедоларизации. В банковской системе этот процесс уже запущен. Там наблюдается все меньше привязанности к долларовым активам. Теперь осталось до населения донести, какие дивиденды эта мера сулит. Чтобы провести дедоларизацию экономики, должен быть проведен большой комплекс вопросов. Одним из главных, на мой взгляд, это обеспечение национальной банковской системы финансированием в национальной валюте в тенге. И в этом случае, если фондирование будет в национальной валюте, то и кредитование тоже должно осуществляться в национальной валюте. Тогда курсовые колебания, они не так сильно сказываются на решении тех или иных вопросов. Чем меньше долларов, тем меньше потерь в будущем. Поэтому слово «дедоларизация» подразумевает, что максимальное использование тенге и наших расчетов, и наших сбережений и так далее. Самое важное, как мы будем проводить диверсификацию нашей экономики, как мы будем насыщать наш рынок нашими собственными продуктами и товарами. Это самый важный вопрос. Это и есть дедоларизация. То есть производить тенге и продавать тенге. Дедоларизацию поддерживают и многие отечественные экономисты. И даже больше, говорят, общемировой авторитет американца будет подорван. На ведущие роли выйдут, возможно, абсолютные новички или проверенные временем валюты, например, китайский юань. Весь мир уже устал от доллара, и, соответственно, Америка, она постоянно вмешивается и влияет на внутренние дела всех стран, всего мира. Соответственно, сейчас та система, которая построена после 1949 года, Бреттон-Вудская система, она претерпевает определенные изменения. Соответственно, возникают новые региональные союзы, и, соответственно, новые центры силы экономические, и, соответственно, будут возникать новые региональные валюты. Я думаю, что в течение 10-15 лет мы увидим формирование, создание нескольких региональных валют, которые будут конкурировать с долларом. Антидолларовые настроения коснулись и населения казахстанцев. Прежде всего беспокоит национальная валюта, чтобы доверие к тенге росло. В принципе, доллар, я не знаю, зачем он здесь вообще нам нужен. Поэтому пускай будет лучше тенге крепчать. Все эксперты сходятся в одном. Предстоящие годы станут настоящим испытанием на прочность и зрелость национальной экономики. В Европе и Китае наблюдается замедление темпов роста, а еще геополитика. Ситуация перманентно напряженная. Власти обещают вносить своевременные коррективы в бюджет, чтобы социальные обязательства перед населением исполнить в полном объеме. Ардак Сейтказин, Серик Хажоубаев, Казахньюз, неделя. На этой неделе в астанинских кабинетах работать было практически некому. Депутаты и правительство, как говорится, пошли в народ. Разъехались по регионам объяснять суть послания президента. В нашем мегаполисе они проехались практически по всем крупным предприятиям. Министр национальной экономики, вице-министры, парламентарии старательно доносили до населения основные моменты новой экономической политики главы государства. Стать гостьей моего выпуска я пригласил Гульжану Карагусову, председателя комитета Мажилиса по финансам и бюджету. Она как раз оказалась в Алматы в составе региональной информационной группы. Она общалась с алматинцами. Добрый день, Гульжан. Добрый день. Спасибо, что вы выразили согласие участвовать в нашей передаче и осветить итоги принятия парламентом трехлетнего бюджета страны. Скажите, пожалуйста, чем, на ваш взгляд, нынешний трехлетний бюджет страны отличался от предыдущих лет? Были такие же бюджеты? Ну, я хочу сказать, что каждый бюджет, он неповторим.
потому что в каждом бюджете реализуются те или иные значит, задачи. Этот бюджет был неповторим тем, что он вошел с одними параметрами, и пока мы его рассматривали, пришлось пересмотреть эти параметры. Вы знаете, что любая... Участие парламента было наибольшим. Конечно, конечно. Но она вообще в последнее время, наше участие становится еще более чем наибольшим, потому что мы теперь очень пристально, руководствуясь поручениями президента, чтобы не просто были потрачены деньги, потому что тратить целево мы уже научились, а теперь другое научиться тратить с наибольшей эффективностью. Поэтому мы заслушивали каждого администратора программы, и мы это говорили на пленарном заседании в своем докладе. Я говорю, что, к сожалению, многие администраторы программы не смогли объяснить, что изменится в стране, в их сфере. И тогда вы эти суммы вычеркивали? Да, мы эти суммы просто и либо сокращали, либо вычеркивали. Но пока мы это всех заслушали, набрали определенный пакет вычеркивающий или ставящих под сомнение сумм, тут у нас произошло очередное падение цены. И мы, так как уже время до 1 декабря мы должны были одобрить бюджет, в соответствии с бюджетным кодексом, ну тогда бы вступала кризисная, и президент своим бы указом мог это сделать. Но мы же разумные люди, правда же? Поэтому мы сказали, что и мы сами в состоянии, исходя из той мировой конъюнктуры, которая есть, видоизменить параметры бюджета. Тем более мы уже сокращали определенную сумму. И каким выглядит бюджет? Сейчас в результате, одну секундочку, сократив определенную часть, во-первых, 10% в соответствии с бюджетным кодексом каждый администратор программы оптимизировал при вхождении к нам. А теперь, исходя из того, что исходные параметры бюджета, которые были 90 значит, долларов за баррель, а стал 80, естественно, доходная часть стала совершенно другой, и теперь она стала 6 триллионов 858 миллиардов тенге. Доходная часть, конечные итоги, с которыми мы вышли. А расходная часть для того, чтобы выжить, была сокращена почти на 178 миллиардов. Но правительство обратилось к президенту, и президент, с одной стороны, выдвинул новую программу. Она, с одной стороны, является программой антикризисной, но с другой стороны, программой нового социального развития, экономического развития нашей страны. И для этого были выделены деньги. Определенная часть этих денег из национального фонда пошла через бюджет, что позволило его сбалансировать. И, в принципе, дефицит бюджета сильно не увеличен. Скажите, пожалуйста, какие основные риски этого трехлетнего бюджета, что он не состоится? Какая международные... Основной риск – это изменение конъюнктуры цены на нефть. Мы, к сожалению, несмотря на то, что у нас индустриально-инновационная уже первая пятилетка закончилась и так далее, мы все равно остались сырьевой страной. И вот именно на это президент снова указывал правительству. И именно вот, чтобы изменить эту ситуацию, были предприняты очередной раз беспрецедентные меры для поддержки малого и среднего бизнеса. А вот смотрите, закладывали ли вы в трехлетнем варианте, поскольку понимаете риски снижения цены на нефть, возможность девальвации валюты? В бюджете девальвация валюты как таковая не закладывается. Вообще никогда. Но хочу сказать, что... Но тогда, получается, Нацбанк управляет бюджетом страны? Нет, Нацбанк не управляет бюджетом страны. Он отвечает за девальвацию, он вы отвечает за бюджет. инфляцию, а мы отвечаем за разработку бюджета. Внутри таких девальвационных сильных ожиданий, внутри бюджета, который сейчас, его нету. И потом, вы знаете, если изменится цена на нефть вниз, о какой девальвации может идти речь?
Вы знаете, долго нельзя цену на нефть и цену на доллар, как международную валюту, напрямую связывать. Тем более, что сейчас, я уже об этом неоднократно говорила, и многие ученые, я как аналитик хочу сказать, политэконом хочу сказать, да, сейчас мы, все страны без исключения, совершенно не обращаем внимания на объективные экономические законы. Но объективные экономические законы, они и есть объективные. Хотим мы этого нет, они все равно взорвутся. Вспомните наш Советский Союз. И нам, конечно, помогали в этом, но у нас экономики не было, она была политизированной, правда же? Да. И в конечном итоге она показала весь негатив несоблюдения объективных экономических законов. Вот посмотрите, в этом трехлетнем бюджете, скажем так, роль республиканского бюджета в ВВП страны возросла в очередной раз, в доле. Это хорошая тенденция или это плохая? Я считаю, что хорошая. А почему это получается? Госрегулирование выросло, снова роль бизнеса уменьшилась? А при чем тут бизнес вообще в регулировании не участвует? Бизнес Нет, должен только создать... В ВВП же он имеет свою долю. Он вносит долю. И бизнес нуждается в регулировании. А то, чтобы республиканские бюджеты, с одной стороны, ряд функций мы отдали на местные бюджеты, а с другой стороны, как всегда, когда в государстве, когда в семье возникает тяжелая ситуация, каждый же не развивается, появляется один регулятор, который в эти кризисные вещи... А как же с невидимой рукой рынка? А невидимой руки рынка как таковой в чистом виде уже давно не существовало. Но рынок же не изменился или изменился? Да, рынок, он в чистом виде рынок, если вы посмотрите на теорию, просуществовал всего только 30 лет. Потом у нас сейчас, они же говорят, социально ориентированная экономика, потому что чистый рынок сам по себе – это страшная вещь. Ему наплевать, откуда вы родом, ему наплевать, кто у вас в друзьях и знакомых. Понимаете, он бесчеловечен. Тогда следующий вопрос. Пожалуйста. Значит, вот некоторые эксперты говорят, что Россия, которая попала в санкционированную экономику, создает возможности для Казахстана, чтобы теперь с внешним миром через Казахстан заходили какие-то товары, которые дальше пойдут в Россию. Другие говорят наоборот, что санкционная Россия может затянуть туда же и Казахстан. То есть сейчас все-таки это хорошо для Казахстана или плохо? Мы не говорим, что мы в этом как-то участвовали, но оно же случилось, что санкции против России идут и сильно увеличиваются. Здесь нельзя сказать абсолютно. С одной стороны, санкции для Казахстана, чтобы не сглазить, нет угрозы каких-либо санкций. Благодаря нашему президенту, который регулирует все взаимоотношения со всем другим миром. С другой стороны, то, что вы говорите, что вот через Казахстан, значит, будут идти в Россию, извините, у нас, когда единое экономическое пространство, у нас совершенно единые правила, и поэтому через Казахстан никто не даст вести какие-либо продукты без каких-то определенных... То есть таких возможностей реально нет? Нет, абсолютно. Они мифические. Это возможности, но они незаконного порядка. Будем говорить так. Когда будет заходить какой-то европейский товар, или вот, как говорит, устрицы из Белоруссии. Вот примерно такого характера. Ну, это, с другой стороны, конечно, являясь интегрированной страной, что вообще никаких негативных влияний не будет, они какое-то будет давление на нас оказывать. Но позитивных факторов больше. Позитивных факторов больше, если мы с вами правильно это поймем. У нас открывается рынок, об этом говорит президент, такой, какого никогда не было. Мы сейчас, если правильно поднимем свое сельское хозяйство, если начнем выпускать соответствующую хорошую продукцию, мы действительно, здесь все зависит от бизнеса. И правильно, со стороны государства для бизнеса все сделать. Но теперь, ребята, давайте будем трудиться так, чтобы за свой товар не было стыдно. Значит, это все-таки больше возможностей получается. Конечно. А вот, пожалуйста, по социальному вопросу. То есть, как было сказано, что социальная часть этого нового трехлетнего бюджета ни в коем случае не уменьшается, а даже увеличивается. И вот по цифрам мы видим на 3 года 28-29% возрастания роли заработной платы гражданских служащих. Да.
Но ведь с другой стороны, была девальвация валюты на 18%. С другой стороны, есть инфляция ежегодная, там, пусть даже 4-5%. То есть, если взять на 2-3 года, то получается те же самые 29%. Где здесь... А это не защита. Извините. Вот вы, я все время, сейчас слава богу, уже называется Министерство здравоохранения и социального развития. Потому что, когда я была министром 6 лет, я все время говорила, давайте меня переименуем. Меня всегда спрашивали, от кого вы защищаете? Мы никого не должны... Хорошо, где социальное развитие? А социальное развитие осталось. Государство, несмотря на кризисные годы, а это кризисные годы, не было у нас бы национального фонда, мы бы с вами очень, очень дискомфортно бы жили. Тогда нужно было уменьшить всю социальную часть. Мы ее не только не уменьшили, мы ее увеличили. И в первую очередь у нас появилась возможность хотя бы повысить заработную плату и садаптировать эту заработную плату. Я согласна с вами. Но мы ее садаптировали уже со сложившимся условием. И на том, слава богу. Хорошо. В общем, очень трудный бюджет, сложный, но, соответственно, вызовам наше правительство и президент отреагировали правильно, парламент поддержал. Благодаря, в том числе, существованию национального фонда. Абсолютно. Но в то же время, если посмотреть на траты, вот, допустим, международная выставка Экспо, 440 миллиардов. С одной стороны, я, например, понимаю, что, допустим, такие вещи, как Экспо, как Олимпиада, повышают узнаваемость, легче работать бизнесу. Но с другой стороны, когда на Экспо 440 миллиардов расходы, а на развитие космической отрасли 29 миллиардов, как-то мне кажется, что здесь какое-то неправильное соотношение. Я считаю, что вы и соотношение делаете неправильно. Ведь Экспо – это разовое мероприятие, которое имеет мультикапитационный эффект. В чем заключается? Когда будет Экспо, нам же надо не завозить товары, нам самим надо обслуживать это Экспо. Это малый и средний бизнес. Надо создавать строительные материалы, чтобы строить все то, что необходимые здания. Это действительно мультипликация, которая закручивает и запускает деятельность, целево запускает деятельность малого и среднего бизнеса. Ушло Экспо, оно же с собой все это не увозит. Все, что было построено, оно потом снова будет использоваться в частности. Ну вот посмотрите, Олимпийские игры в Греции. После Олимпийских игр они все построили до 2017 года. Я думаю, это правильно, идет капитализация, мультиплицирование эффектов. Но потом, когда сооружение не используется, как в Греции, там же началась депрессия из-за этого в первую очередь. Но мы-то сейчас уже, и это задание есть президента, потому что после Азиада часть зданий не были адаптированы, использованы, и сейчас с этим борется. Сейчас по Экспо, и точно так же, как по Универсиаде, вот если вы посмотрите, в Новом Алатавском районе, там строят для Универсиады общежития, где будут для спортсменов жить. Потом они будут идти или как арендное по программе жилье, или доступное жилье. Точно так же будет строиться и Экспо. Уже заранее все объекты, которые Экспо строятся, они заранее стратегически смотрят, как потом это здание после этой проведенной акции может быть использовано. А теперь космической области. Космическую – это не разовое, у них уже все основное, все создано. Это, вот то, что 29, это бюджет развития. Нет, это бюджет развития. Очень хорошо. И последний вопрос – реформирование пенсионного обеспечения. То есть у нас есть много претензий, люди говорили, есть неправильные подсчеты, неправильные схемы, теперь вроде идет модернизация и пытаются эту справедливость восстановить. Но в соответствии с бюджетом на 2015 год ничего, на 2016 год 30 миллиардов и на 2017 171. По идее, вот этот 171 надо было на 2015 год поставить, и тогда понятно, что быстро пошло бы вперед. А получается, пенсионная справедливость будет восстановлена только к 2023 году. Ну, во-первых, пенсионной справедливости как таковой, я как министр вам хочу сказать объективно, не существует. Нигде в мире никто не живет на одну государственную пенсию. Именно поэтому, будучи министром, мы внедрили трехуровневую систему. И она действительно оказалась, по признанию не нас, а МАСО, Международной ассоциации социального обеспечения, наиболее устойчивой. Потому что в данном случае все три субъекта у нас, вот сейчас, не все три субъекта, а сейчас вот будут и третий субъект, были задействованы. Ну, например, государство – это базовая пенсия,
Это солидарная система, которая уходит на нет, и к 30 году ее уже вообще не будет, и накопительная система. Уже тогда мы разработали схему. Почему у нас работодатель не участвует в пенсионном обеспечении? Сейчас у нас уже есть обязательные пенсионные, которые были необязательными для производств рисковых, да, с тяжелыми условиями труда. Теперь плюс к этому 10%, кто в тяжелых условиях труда, они откладывают, и потом, выходя на пенсию, они могут ими воспользоваться. Да? То есть накопление пенсионное у них больше. А теперь еще, если вы помните, по поручению президента, 5% на каждого должен платить, и еще не только вы платите свои 10, но и 5% работодатель. Единственное, что пока четко не отработана система, я, например, против того, чтобы опять в единый пенсионный фонд эти 5%, а какую-то еще для устойчивости, какую-то другую, через страхование и так далее. Почему в 2015 году? Потому что только с 2015 года начнутся разрабатываться методики, и в 2016 начнутся отчисления. Поэтому это так... 15 год разработки, абсолютно. 16 год начала. Но в то же время все, что, как и полагается, в свое время, это инфляция плюс 2%, это ежегодная индексация пенсий и индексация в соответствии с ростом прожиточного минимума всех социальных выплат, она будет соблюдена. Ну и в завершении. Вот приняли бюджет на 3 года. Но мы помним, что и в прошлом году принимали бюджет, потом прошло 6 месяцев, раз его пересмотрели. Прошло 6 месяцев, снова пересмотрели. Как вы думаете, этот бюджет постигнет та же участь? Через 3 месяца соберется парламент и снова будет... Абсолютно, к сожалению, так. Потому что бюджет, я же вам говорила, цена падает. Вот мы заложили 80, сегодня цена 74. Если это падение будет продолжаться, нам действительно нужно будет пересматривать какие-то параметры. Ну, может быть, сразу тогда бюджет в ценах на нефть отразить? Если цена такая, то бюджет такой. Если цена такая, то бюджет такой. Мы не можем это отразить. Потому что тогда надо бюджет рассматривать каждый день. Ведь берутся цены, которые предлагаются международными рейтинговыми агентствами. Они утверждали до этого, что стабильно и все абсолютно бюджеты всех стран, они в основном крутились вокруг цены $80 за баррель. Понятно. Но действительность оказалась другой. Но она же пока, эта действительность же пока сиюминутная. Ведь берут цену за нефть в определенный стратегии, конечно, период. Она может где-то падать, где-то расти. Вот если стабильно будет падение, хотя бы 6 месяцев, тогда уже возникают причины для того, чтобы пересмотреть стратегическую рейтинговую оценку. Ну и, наверное, самое главное, если в будущем мы построим вот это вот ФИР-2 или ФИР-3, и у нас действительно индустриально-инновационное развитие будет сильным, мы перестанем быть сырьевой страной, тогда мы будем меньше интересоваться ценами на нефть. Совершенно верно. Это задача, которую президент поставил уже давно, и за что он постоянно ругает правительству. И за что мы их критикуем. Что вот 5 лет ФИР закончилось, где отражение ФИР в доходной части? Пока ее нету. Но мы будем надеяться. Хорошо. Большое вам спасибо. Очень приятно было с вами. Взаимно. Деньги на реализацию новой экономической политики Нурсултана Назарбаева, которая, кстати, уже цитируется и изучается ведущими мировыми экспертами, деньги на программу «Нурлы Жол. Путь в будущее» выделяются немалые. И контролировать их целевое расходование президент поручил строго. К тому же в страну предполагается привлечь еще больше инвесторов. Поэтому антикоррупционная повестка дня также на первом месте среди задач, поставленных главой государства. Но вернемся к программе нашего президента, которую озвучил, выступая с посланием. Эксперты уже назвали «Нурлы Жол» масштабной программой развития страны. Насколько верно то, что 5-летний план инфраструктурного развития экономики Казахстана позволит нам противостоять глобальному кризису, и исходя из каких показателей выстраивался 3-летний бюджет страны, мы поговорим с известным отечественным экономистом, независимым экспертом Меруэрт Махмутовой.
Добрый день, Мира Ахматхановна. Добрый день, Асбек Мусабай. Как мы знаем, ваш Центр анализа общественных проблем, как аналитический центр, уже работает более 13 лет. Прежде чем начать интервью и представить вас как эксперта, я хотел бы понять, на какие источники живет ваш Центр анализа общественных проблем, кем он финансируется, Западом или правительством? Мы получаем источники финансирования из разных направлений. Это и международные институты, такие как Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, все агентства Организации Объединенных Наций, как ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, другие, делегации Европейского Союза, посольства зарубежных государств, работающих в Казахстане. Отчасти это правительственные тендера, в которых мы участвуем. А есть ли частные источники бизнеса? Вот у нас частный бизнес пока не готов осуществлять заказы в независимых аналитических центрах. Это отдельный разговор, наверное, не для сегодняшней передачи. Понятно. Ну, как вы считаете, нынешний трехлетний бюджет чем-то отличается от бюджета предыдущих лет? Это связано как-то с нынешней экономической ситуацией? Это связано как-то с программой президента Нурлы Жол? Безусловно. Проект бюджета, внесенный правительством, утвержденный в августе месяце и внесенный к 1 сентября в парламент, разительно отличается от того бюджета, который принят буквально несколько дней назад, утвержден в парламенте и будет подписан президентом. Обычно это должно осуществляться до 1 декабря. В чем состоит отличие? В резко ухудшающейся ситуации на международном рынке. Например, проект бюджета предшествующего 2014 года разрабатывался год назад при $95 за баррель, потом при $90 за баррель. И в начале этого года он был увеличен до $95 за баррель. Но уже в сентябре месяце вице-премьер Сагентаев заявил, что бюджет будет переверстываться с учетом $80 за баррель. Так вот, текущий бюджет был разработан при цене $80 за баррель, точнее, вот оптимизм немножечко преуменьшился, снизили до $80 за баррель, но сегодня мы уже видим, что цена ниже $77 за баррель, и то есть ожидается, что в следующем году цены могут спуститься до $50. Поэтому, на мой взгляд, бюджет даже в том виде, в котором он принят сейчас, в конце ноября, будет переверстываться уже через пару месяцев. Поэтому значительные изменения произошли с ухудшением международной ситуации, сниженные прогнозы по развитию мировой экономики, сниженные прогнозы по росту ВВП Казахстана от 5 до 4,8%. И в то же время у нас увеличились трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет. То есть изменения, они связаны со снижением доходной части, поступающей естественным образом за счет роста экономики, за счет налоговых платежей, так и увеличением трансфертов из Национального фонда, то есть возрастает перераспределительная роль правительства и увеличивается роль государства в экономике. Как вы назвали бы нынешний бюджет? Он социальный или он развивающий? Вот с точки зрения программы Нуржол предусмотрено создание транспортно-логистических хабов, большие ассигнования на строительство дорог. В то же время говорит, что социальная программа не уменьшится. В то же время мы ожидаем сокращения доходов по нефти, возможно, девальвация. Все-таки бюджет какой направленности? В этом году, как никогда, вот бюджет 2015 года, он более всего нефтяной. Во-первых. Во-вторых, он самый высокорисковый, я бы сказала. Высокорисковый, потому что, как вы отметили, возможное снижение цен на нефть и возможный риск девальвации увеличивает риски исполнения бюджета. Как я отметила, уже через пару месяцев его нужно будет переверстывать с учетом стремительно меняющейся ситуации внешней. Возможно, что нефть не будет больше падать или даже возрастет? Я думаю, это самый маловероятный тренд. В целом, по ожиданиям, Energy Information Administration сказала, что, возможно, к середине следующего года цена на нефть упадет до $50 за баррель. И, как показывает последняя встреча стран ОПЕК, они не намерены снижать объемы добычи. В целом прогнозируется, что тренд снижения цен на нефть продолжится. А вот смотрите, допустим, тренд снижения
цен на нефть продолжится. Но ведь у нас создан большой национальный резерв, национальный фонд. Уже предусмотрены транши из этого национального фонда. Может быть, наше государство, поскольку он большой, порядка 70 миллиардов долларов, мы сейчас занимаем порядка 13 миллиардов долларов, то есть у нас еще есть большой запас. Может быть, у нас есть большой запас, и это никак не скажется на нашей экономике и не будет девальвации. В целом девальвация назрела. Вопрос откладывания ее на следующий год мне очень сильно напоминает ситуацию 98-99 годов. Сейчас ситуация обстоит аналогичным образом. Только за сентябрь месяц из Национального фонда активы снизились на 1,35%, почти миллиард долларов был потрачен. Поэтому я боюсь предсказывать, во что обойдется дальнейшая поддержка текущего курса тенге, чтобы доказать, что девальвации необходимости нет, как утверждает руководство Национального банка. Поэтому мы видели, что международные резервы Центрального банка, управляемые Центральным банком Российской Федерации, катастрофически снизились за последние полгода, когда им приходилось в день до 3 миллиардов долларов тратить на поддержку текущего стремительно падающего курса российского рубля. Ну, а как вы думаете, и вот причины падения российского рубля и возможные причины падения тенге – это одни и те же причины или это все-таки разные причины? Природа происхождения их одинакова. В целом это ухудшающееся состояние российской экономики, это действие международных санкций, действие антизападных санкций, предпринятых самим Путиным, снижение цен на нефть. То есть тут катастрофическим образом пересеклись все эти негативные моменты. Мы, создавая сперва Таможенный союз и, во-вторых, Евразийский экономический союз, подписались под соглашениями координировать свою валютную политику с валютной политикой Центрального банка Российской Федерации. У нас значительный объем совместной торговли, поэтому именно в условиях ухудшающейся российской экономики это оказывает давление на курс тенге, и девальвация практически становится неизбежной. Все-таки Казахстан, как самостоятельное государство, принял свой бюджет на 3 года. В этом бюджете социальный, что вы можете сказать по поводу социальной составляющей, которая, было сказано, не будет уменьшена, а даже наоборот, предусмотрено повышение зарплаты и госслужащих, и гражданских служащих, причем на серьезные цифры до 30%. Мы прекрасно помним ту девальвацию, которая произошла в 2014 году. Она резко ухудшила доходы всего населения, независимо от того, это госслужащие, гражданские служащие или простые смертные. Девальвация более чем на 20% автоматически подкосила наши доходы на эти же самые 20 с лишним процентов. Ожидаемая девальвация... Там же было 10% повышение с первого. Сейчас я добавлю. Каков будет масштаб прогнозируемой девальвации, сейчас сказать определенно сложно. Потому что я думаю, что падение российской экономики на этом уровне оно не остановится. И оно будет за собой тянуть и казахстанскую экономику. Поэтому вот это ожидаемое увеличение заработных плат государственных служащих, гражданских служащих, где-то на 29, на 28, ну, округленно, скажем, где-то примерно на 30%, оно было бы хорошо, если бы не было того стремительного ухудшения ситуации в экономике, который в данный момент происходит. Поэтому говорить о том, что от того, что прогнозируется такое увеличение доходов, бюджет становится социальным, я бы не стала. У нас каждое правительство, начиная еще с тех времен, когда руководил правительством предшествующие премьеры, каждое правительство любит заявлять, что вот этот бюджет у нас самый на что ни есть социальный. Но в целом, если брать как долю ВВП те же расходы на образование, здравоохранение, социальную защиту, то они у нас неуклонно снижались за все годы независимости, и в настоящий момент они ниже, чем в 1990 году. Поэтому в целом, несмотря на уверение в том, что каждый бюджет у нас становится с каждым годом все более и более социальным, увеличивающиеся доходы бюджета не оказывают значительное влияние на финансирование сектора образования, здравоохранения и не увеличивают социальную защиту наших граждан. Мы сейчас можем накачать экономику деньгами, но другой вопрос, что болезнь при этом не лечится. Но вы знаете, в период кризиса лечить болезнь, наверное, невозможно. В период кризиса нужно решать
кризисные проблемы. А после выхода из кризиса нужно переходить к решению системных проблем. Разве не так? Все это было бы замечательно, но все эти наши проблемы рукотворно создаются правительством. Несколько дней назад с коллегой я сравнивала в целом меры нашего правительства с социалистическим энтузиазмом. Это было создание трудностей и доблестное их преодоление. Поэтому мы от кризиса к кризису создаем новые проблемы и в кризис доблестно с ними боремся. Я говорю про правительство. Конечно, мы с вами конкретно к этим проблемам имеем весьма косвенное отношение. Спасибо вам большое за ваше экспертное заключение. До новых встреч. Спасибо. На этой неделе правительство работало, скажем так, в облегченном формате. Министры, как я уже отмечал, разъехались по регионам. А глава правительства занимался международным форумом. В Астане состоялась 25-я сессия по энергетической хартии. На ней Карим Масимов заявил, что Казахстан планирует войти в число 10 основных энергоресурсов мира. В общем, планы грандиозные, только воплощай. Что еще происходило на этой неделе в стране, в материале нашего обозревателя Альфии Хайдаровой. На минувшей неделе информационные тренды диктовала официальная Астана. Очень плотный график встреч был у главы государства. Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Исламом Каримовым в расширенном составе в рамках официального визита президента Узбекистана. Встретился с президентом Швейцарской конфедерации Дидье Бургхальтером. Но наиболее насыщенным стал визит в Астану президента Чешской республики Милоша Земана. Главы государства обсудили вопросы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-транзитной, аграрной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме двусторонних переговоров, Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии казахстанско-чешского бизнес-форума. Были затронуты перспективы развития сотрудничества в области машиностроения, энергетики, медицины и туризма. Нурсултан Назарбаев призвал чешских бизнесменов инвестировать средства в экономику Казахстана. В частности, президент обратил внимание на имеющиеся у Чехии наработки в области сельского хозяйства, в которых нуждается наша страна. Тем временем премьер-министр принимал крупную международную конференцию, 25-ю сессию энергетической хартии, где заявил о больших планах Казахстана стать лидирующей страной по производству энергоресурсов. Мы надеемся войти в число 10 основных производителей энергоресурсов, в том числе по производству природного газа. Мы также собираемся разрабатывать проекты по разработке сланцевого газа и стать одним из наиболее сильных экономически устойчивых государств. Получило продолжение одно из самых громких событий на политической арене – коррупционный скандал, в центре которого оказался экс-премьер Серик Ахметов. Обрастает новыми фигурантами. Столь важную персону обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Во вторник арестованный, выдворен в следственный изолятор Караганды зам генерального директора казахстанской промышленной корпорации Альжан Акмолдаев. По версии следствия, он придумал схему обналичивания государственных средств, прокрутив через обнальные конторы более миллиарда тенге. Эта сумма, указывается в деле, была разделена между ним, экс-директором индустриального парка Анатолием Ессе, бывшим акимом области Сериком Ахметовым и другими высокопоставленными чиновниками. Напомню, Ахметов сейчас сидит под домашним арестом. Его лишили связи и общения. Уход Ахметова с поста министра обороны совпал с чередой карагандинских коррупционных скандалов. Хотя у многих по этому поводу мнения расходятся. Экс-генеральный прокурор Казахстана Жармахан Туйгбай считает, что показательные акции никак не скажутся на искоренении коррупции во властной системе в целом. Но она неискоренима. Его невозможно искоренить таким образом. Потому что коррупция сегодня охватила всю вертикаль государственной власти, государственного управления. И бороться с ними только административными и уголовными мерами – это абсолютно, как говорится, рубит вершки. А корень зла находится в самой системе власти. Кому, как не господину Туйгбаю, быть подкованным в этом вопросе? Полжизни он отдал службе в погонах. Соответственно, хорошо знает систему власти изнутри. Гражданские аналитики о последних громких фактах такого мнения. Все это напоминает показательную казнь перед предстоящими выборами, считает политолог Айдос Сарым. И то, что коррупция затрагивает таких фигурантов, индикатор того, что в стране не все так хорошо, как заявляют чиновники. Но поскольку у общества уже выработался некий иммунитет, поскольку многие люди уже откровенно не верят, завтра будут просить большего.
То есть, мне кажется, самый все-таки лучший способ – это реально вот проводить нормальные реформы, которые будут снижать саму возможность коррупции, а не выбирать из чиновников, кто вот сегодня там меньше защищен, кто там, кого можно будет посадить безболезненно для внутрикланового баланса. На этом разбирательства с чиновниками не закончились. В Павлодаре завершился процесс над бывшим акимом области Ерланом Арыном. Из всех обвинений, предъявленных бывшему руководителю, осталось лишь одно – злоупотребление служебными полномочиями. Суд приговорил экс-главу региона не к 5 годам тюрьмы, как требовал прокурор, а к 3 годам условно. В итоге высокопоставленного арестанта выпустили из зала суда. Кроме того, Ерлан Арын был лишен всех наград и права занимать руководящие должности в госорганах. И о жизни простых казахстанцев. На этой неделе в Казахстане были блокированы некоторые социальные сети и мобильные мессенджеры. Их отключили почти на 3 часа. На моей памяти это крупнейшая блокировка со времен Жанаузена. Ой, не к добру все это. Сегодня, в День Благодарения, я хочу сказать спасибо нашему крутому правительству, которое отрубает сайты по своему желанию. В Казахстане сейчас отключены Facebook, Twitter, Instagram и WhatsApp. Весьма странно, любопытно. Пишу с VPN. Такой запомнилась эта неделя. О том, как будут развиваться события, следите в новостях Казах Ньюс. А о самом главном мы расскажем в следующее воскресенье. Альфия Хайдарова, Казах Ньюс, неделя. Генеральная прокуратура выступила с обличительным заявлением. Полицейские укрывают истинные масштабы штрафов, выписанных автомобилистам. Вообще-то раньше сообщалось, что система безупречна и вмешательство в нее невозможно. Теперь вот выясняется, что полицейские могут все. Информация удаляется, цитирую, без шума и пыли. И невозможно выяснить, кто тот хакер в погонах. Прокурорами Алматы выявлены факты нерегистрации протоколов о нарушениях правил дорожного движения, а это 95 тысяч постановлений на 638 миллионов тенге. В Генпрокуратуре предложили модернизировать систему безопасности от слишком подкованных полицейских, чтобы исключить возможность удаления информации с серверов ДВД. А антикоррупционное агентство за последний месяц отметилось серией громких задержаний чиновников высшего звена. Стоит отметить, ведомство Кайрата Кожамжарова взялось за взяточников и расхитителей госбюджета по полной программе. Кроме того, как заявил глава агентства по госслужбе и противодействию коррупции, ведется и профилактическая работа. К примеру, разрабатывается положение о подарках для государственных служащих, как объясняет в ведомстве, чтобы предотвратить конфликты интересов госслужащих. Да, конфликтовать с интересами государства сейчас крайне опасно, поскольку теперь антикоррупционеры пойдут в социальные сети, откроют круглосуточную горячую линию, чтобы быть на прямой связи с населением. И еще одно, как я считаю, дельное предложение от главы агентства по госслужбе. Запретить чиновникам тянуть за собой свою команду. У нас же как? Произошли рокировки акимов или министров, да даже возьмем любого маломальски значимого начальника. Все его окружение уже садится на чемоданы, а местные задумываются о поисках работы. Так вот, отныне командных перемещений не будет, пообещал Кожамжаров. Он назвал это ни много ни мало созданием организованной преступной группы, когда свои люди помогают проворачивать схемы. Думаю, государство будет большой пользой, если полная замена штата госслужащих прекратится. Если бы только такие люди были основой государства, оно бы давно развалилось. Как же нам удается развиваться? Об этом я хочу поговорить. О тех, кто самоотверженно служит государству и народу Казахстана. О тех, кто, не задумываясь, рискует жизнью ради людей. В Экибастузе сотрудники дорожно-патрульной полиции предотвратили серьезное ДТП, в котором могли пострадать дети. Экипаж сопровождения школьного автобуса, где находилось более 50 учеников, принял лобовое столкновение с лихачом, который пытался обогнать колонну. Школьники не пострадали, а полицейские попали в больницу. Как сообщают очевидцы, патрульная машина после аварии восстановлению не подлежит. О том, как себя чувствуют сотрудники полиции сейчас, в материале Александра Смирнова. Этот случай произошел на трассе Павлодар-Экибастуз. Экипаж батальона ДПС сопровождал автобус, перевозивший школьников из областного центра. В Икарусе находился 51 ребенок. На трассе может случиться всякое. Об этом, как никто, знают инспекторы дорожно-патрульной службы. В тот вечер за рулем сопровождающего автомобиля сидел Арын Куанов. Вблизи поселка Калкаман навстречу колонне выскочила иномарка. В считанные секунды полицейский принял решение пойти на таран, чтобы спасти детей. Я, увидев автомашину, выехал к нам на встречную полосу
Я решил принять удар на себя, так как спасти детей, которые ехали в автобусе сзади нас. Водитель легковушки, грубо нарушивший правила и ставший причиной аварии, был госпитализирован с диагнозом перелом шейного позвонка. Сильные травмы получили и 2 сотрудника ДПС. Спустя несколько недель после случившегося у них еще видны ушибы и ссадины. Нурлан Закенов, сидевший рядом в сопровождающей машине, говорит, что полностью солидарен с решением своего коллеги принять удар на себя. Да, я считаю, это наш служебный долг, это, то есть спасти, это как предотвратить вот такие ситуации, чтобы дети, самое главное, вот в автобусе дети были, чтобы избежать от этих столкновений, мы подставили свою машину. Не так давно из города Талдыкурган Алматинской области вернулись их коллеги, принимавшие участие в патриотической акции «Герой нашего времени», где павлодарские инспекторы были одними из главных участников. Аналогичный случай произошел с этими правоохранителями 5 месяцев назад. Также на трассе сотрудники полиции сопровождали автобус с детьми. Ситуация очень схожа с предыдущей. Встречная машина и решение принять удар на себя. Мы сопровождали детей с напарником на автомашине на базу СН-214 Нива. Сопровождали автобус в количестве 19 детей с города Павлодара в город Экибастуз. При подъезде в город Экибастуз выехала на встречную полосу автомашина Honda минивэн. Я решил остановить эту автомашину путем тарана. Дорожно-патрульные полицейские круглосуточно несут службу по охране общественного порядка. И ежедневно они раскрывают преступления. Но наряду с этим наши полицейские проявляют и моменты героизма. Это вот в частности в этом году только за полгода 2 случая было. Это в городе Экибастузе, это на трассе Экибастузской, когда наши полицейские спасли детей при дорожно-транспортном происшествии. Буквально накануне павлодарские герои в погонах получили награды от руководства. Хотя в кулуарах ребята признаются, на подвиг их толкнули далеко не слава и почет. Они не могли поступить иначе. Профессия обязывает. И на этой службе место подвигу имеет быть всегда. Александр Смирнов, Тулеген Ахметов, Казак Ньюс, неделя, Павлодар. Действительно, такие поступки вызывают гордость и признательность государственным служащим, которые ценой собственной жизни спасают людей. Наш следующий сюжет Шолпан Сахариева подготовила об алматинских сотрудниках Департамента чрезвычайной службы. Пожарный – профессия, где нет случайных людей. Человеку, который ежедневно сталкивается с риском, с горем, страданиями, потерями, принимая на себя не только опасность, но и боль других, нужно иметь огромный запас прочности. Без показухи и пафоса, защищая, спасая, рискуя жизнью, а порой и отдавая ее ради жизни других. Истории настоящих парней в нашем следующем материале. Капитан противопожарной службы Жаик Сериков еще долго будет получать поздравления от коллег. Начальник ДЧС города Алматы вручил Жаику высокую награду – медаль за мужество, проявленное при исполнении служебного долга. Немало пожаров потушено за 8 лет службы, но этот случай капитан помнит в деталях. Только говорить о своих заслугах он не привык, и его скромный рассказ звучит по-военному кратко. 13 ноября 2014 года в 20 часов 30 минут на пульт 101 ДЧС города Алматы поступил звонок о горении кровли частного жилого дома на общей площади 400 квадратных метров. Личный состав службы пожаротушения прибыл на место за считанные минуты. Благодаря умелым и отважным действиям бойцов были спасены 20 человек. В каждой пожарной части города, сменяя друг друга, несут службу 4 караула. Караул – это 14 человек личного состава, 2 основные машины с гидрантами и 1 спецмашина, предназначенная не только для тушения пожаров, но и для аварийно-спасательных работ. При поступлении сигнала тревоги пожарный расчет выйдет в течение 1, максимум 2 минут, ведь на сборы пожарным дается 21 секунда. Четкая, слаженная работа команды требует постоянной физической и профессиональной подготовки. При заступлении на дежурство мы постоянно находимся в боеготовности в течение суток. У нас идет занятие по физической подготовке, в 10:00 занятия по спасательной подготовке, пожарное обмундирование, пожаротехническое вооружение, учения у нас, занятия проходят. Если есть выезда, мы выезжаем. Если нет выездов, то несем наряды. Мы заступаем в 8:30 на боевое дежурство и следующего дня утро, 8:30, мы сдаем смену и отправляемся домой отдыхать, к семье.
Для Когамали вопрос, куда идти работать, даже не стоял. Пожарным служит и его старший брат, и близкие друзья. Для него это дело настоящего мужчины. За 6 лет службы уже не раз проявлял отвагу. Однажды вместе с командиром части Махмуджаном Смаиловым они вынесли из горящего здания женщину и ее 7-летнюю дочь, за что и были удостоены медалями. По прибытию это сложный пожар. Он быстро распространялся. Это здание было старой постройки. Руководитель тушения пожара дал указание мне лично пройти по этому и проверить дополнительно. Есть люди, нету. При входе разведки, было это в цех, швейный цех заблокировано. Начали мы дверь первоначально охладили. После как одели мы дыхательные аппараты, проникли туда. При разведке мы обнаружили женщину и через метров 8 обнаружили ребенка. И с пожара извлекли его. Махмуджан Смаилов из тех руководителей, которых принято называть отцами-командирами. Почти четверть века на службе он как никто понимает, как трудно находиться в состоянии постоянной готовности к риску. Всех своих ребят он знает очень хорошо и не готов рисковать ни одним из них. Он учит преодолевать страх и при этом быть максимально осторожным и бережным к жизни своей и других. Ведь дома ждут семьи, и его задача вернуть всех живыми и невредимыми. Я сам уже сколько поработал, я как психологически, как психолог становлюсь. Каждый, кто приходит боец, я уже его автоматически знаю, его действия, как на работе. Я должен сконцентрировать его и должен вести его в правильное русло, чтобы он выработал свою, показал свою работу. А когда он показывает, я начинаю хвалить, он еще лучше стремится к этому. Без показухи и пафоса эти ребята несут свою службу. Они готовы войти ради нас в горящее здание, спасая наше имущество и нашу жизнь. Пройти огонь и воду – это про них. Пусть же у них будет как можно больше спокойных дежурств. Шупан Сахариева, Жанат Абдрахманов, Казахньюс, неделя. Хотелось бы, чтобы таких самоотверженных служащих у нас было как можно больше. Не только среди полицейских, пожарных, спасателей. Люди с такими качествами должны быть и в высшем эшелоне власти. Тогда и экономику поднимем, и страна быстрее вперед вырвется. На этом моя программа подходит к концу. Впереди у нас еще один выходной. Завтра вся страна отмечает День первого президента. Завтра зажигаются новогодние елки, и мы начинаем готовиться к праздникам. Впереди День независимости, Новый год и Рождество. Желаю, чтобы ваши праздничные приготовления и хлопоты были приятными. Следующую программу «Казахньюс. Неделя» будет готовить Алишер Иликбаев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачной вам недели.